Задолго до начала торжественных мероприятий у памятника неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история Великой Отечественной войны. День Победы, 9 мая, поистине является семейным праздником. Многих ветеранов уже нет в живых, и в память об их подвиге семьями приходят к памятнику неизвестному солдату и возлагают цветы. Люди поздравляют друг друга с праздником, делятся воспоминаниями, рассказывают о подвигах своих отцов и дедов. Родной брат моего отца ушел на войну, как обычно, в 1941 году и не вернулся. И мы о нем вообще ничего не знаем. Потерялся, без вести пропал. Это отец, вот 10 лет моего отца нет, вот 71 год он умер. Он обычно рассказывал, что как ушел, как война здесь проходила, все. И не дождались. Мы толком ничего не знаем о нем. С праздником, с Днем Победы. Здоровья, счастья, чтобы никогда не было войны, чтобы всегда была победа за нами, чтобы все жили и здравствовали. Мы приехали с города Ейска, Краснодарского края. Здесь на 9 мая попали первый раз, встречаем здесь. Вот. Дед мой, Данов Пантелей Иванович, воевал, без вести пропал. Всех поздравляем с праздником, здоровья, всем удачи. Чтобы мир был всегда, чтобы счастье получали от своих детишек, и чтобы подрастающее поколение, чтобы оно знало, какой ценой досталась нам победа. Мой дед Хватландзе Илюко Мустафович воевал в 41-45 года в Советском Союзе при защите Родины СССР. Он, значит, раненый был, много медалей за отвагу. Он живым вернулся и погиб после нашей 92 года войны. Дедушка вот, с города Челябинск. Прошел Великую всю Отечественную войну, дошел до Сталинграда, вернулся обратно, имел 8 детей, в том числе с мою маму. Дети остались одни, выживали как могли. Дедушка прошел 2 войны. Вот. И вот так собрались, приехали, сделала фотографию вчера и приехала сюда, в Сухум, на парад первый раз в жизни. Очень интересно посмотреть, как это все происходит именно в Сухуме. Эта атмосфера, вот эта музыка. Мои дяди, 5 было, все участвовали, и все приехали, кроме моего отца. Мой отец там погиб на Северном Кавказе, где-то в районе Моздока. Для меня этот праздник для всех живущих вот в бывшем Союзе, и все празднуют, и все рады, что сегодня 80 почти лет будет уже после окончания войны, и войны нет, слава Богу, и это я желаю, чтобы люди так же мирно жили. Отец участвовал в войне, он в Крыму участвовал, значит, в Керченской операции, был там ранен. Дошел до Кенигсберга. А 9 мая – это праздник со слезами на глазах. Но это истинная правда, потому что надо помнить о тех, кто создал нам эту победу. Главные герои сегодняшнего праздника, безусловно, ветераны войны. У каждого из них своя незабываемая история, наполненная героизмом. В Польше, дошли до Польши, город Словича. А там нам дали приказ идти до Шумберлина. И вот пошли. Был это страшный кошмар. Я не думала, что живые мы останемся. Победа – это такое слово, что его нельзя никем заменить. Это 45-й год, 45-й год День Победы – это самый мирный праздник. Абхазии желаю, чтобы она расцветала. Все хорошо, лишь бы не было войны. Война – это дело такое, что не дай Бог, не дай Бог. В этот день сотни жителей и гостей Сухума спешат к памятнику неизвестному солдату, где захоронены останки советских воинов-защитников Кавказа, сражавшихся за свою родину, не жалея сил и жизни. Ветераны, которым сегодня уже за 90, волнуясь и превозмогая боль, возлагают цветы к подножию мемориала. Президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчи,
Первый вице-премьер Даур Ашба, члены правительства Абхазии, депутаты, военнослужащие, общественность и школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом солдат Великой Отечественной, перед героизмом и самоотверженностью советского народа. Минута молчания в память о погибших открыла торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Выступавшие на митинге поздравляли с 74-й годовщиной Победы и отмечали мужество и стойкость советского народа в борьбе против немецких фашистов. Дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с 74-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта победа была бы невозможна без самоотверженных усилий и героизма всех без исключения народов, проживавших на территории Советского Союза. Многие их представители положили на алтарь Победы свою жизнь и здоровье. И именно благодаря этому у нас с вами есть сегодня возможность жить в мире и заниматься созидательным трудом. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и от всей души желаем вам побольше поводов для оптимизма, хорошего настроения и улыбок на ваших лицах. В этом празднике история нашего народа, продолжение истории нашей страны, великий подвиг отцов и дедов вдохновлял молодое поколение Новой Абхазии в борьбе с грузинскими оккупантами. Они с честью и достоинством пронесли знамя победы своих предков. Вечная память погибшим защитникам Родины. День Победы – это символ дружбы между Абхазией и Россией и другими странами бывшего СССР. Общая память о Великой Отечественной войне бессмертна. Еще раз с Днем Победы и поздравляю всех. Мира и добра в ваших домах. Мы победили, потому что добро всегда побеждает зло. Мы отстояли независимость и само право на существование нашей общей великой Родины. Хочу еще раз обратиться к присутствующим здесь ветеранам, военнослужащим и всем собравшимся, чтобы поздравить вас с этим великим праздником. Здоровья вам, жизненных сил. Многочисленные поздравления и слова благодарности в этот день звучат в адрес ветеранов. Всех нас переполняют чувства гордости за тех, кто каждый клочок земли отвоевывал ради мира и процветания на всей планете. Ежегодно в этот день Министерство обороны Республики для ветеранов и гостей праздничного мероприятия организовывает военно-полевую кухню. Сюда приходит большое количество людей, чтобы отведать кашу, приготовленную в полевых условиях, и выпить армейский чай. Конечно же, праздник не обходится без фронтовых 100 граммов. Отведать традиционную полевую кухню захотели многие. Людям раздавали горячую кашу и чай. Повар Министерства обороны Наталья Баранова поделилась рецептом традиционной фронтовой каши. Обычно ее на гарнир даем, а здесь мы готовим полностью тушенка, масло, поджарка, сливочное масло, конечно. Вот. Специи делаем, посолим и с душой раздадим. Попробовать кашу хотят все, от самых маленьких до пожилых. И даже те, кого заставить поесть кашу дома, попросту невозможно. Кто-то пробует ее впервые, а для кого-то приходить сюда каждый год в день великого праздника уже традиция. Каша очень вкусная, она мне понравилась. Каша очень вкусная, мне понравилась. Я поздравляю всех с праздником 9 мая, Днем Победы. Мне очень понравилась каша, атмосфера очень хорошая. Поздравляю всех с 9 мая.
Полевая кухня – это, наверное, наша семейная традиция. Мы каждый год с сыном приходим сюда, он берет эту кашу, он ее съедает всю до крошки и говорит, что я так не умею. Вы знаете, кашу армейскую я не попробовала, но, конечно, настроение шикарное, потому что все-таки наши деды воевали за эту землю, и если бы они не воевали, сегодня неизвестно, что было бы с нами. Так что спасибо нашим дедам за победу. Палатка полевой кухни наполняется ветеранами и гостями. Поднять фронтовые 100 грамм и попробовать солдатской каши вместе с ветеранами пришли депутаты Народного собрания и члены правительства. Ветераны охотно делятся воспоминаниями о своем боевом прошлом. Всюду царит атмосфера праздника Великой Победы. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов. Абхазское телевидение.